правонадзорной деятельности. У нас Игрушка ФАС России по практике применения антимонопольного законодательства и всех законодательств, которые у нас имеются в компетенции ФАС России, мы решили рассказать вам практику в целях предупреждения и пресечения нарушений, которые допускаются органам власти и муниципальным органам власти. И решили довести нашу практику, которая имеется за третий квартал 2017 года. Сначала хотел бы пояснить, что антимонопольная служба ФАС России с введением 4-го антимонопольного пакета антимонопольный орган перешел от штрафу, можно сказать, к предупреждению. Так как раньше в отношении органов власти по статье 15 мы сразу возбуждали дела и уносили административные штрафы, в настоящий момент антимонопольный орган в соответствии со статьей 39.1 выдает предупреждение в случае устранения нарушения, мы не возбуждаем дела и не накладываем штрафы. И вот за третий квартал у нас вынесено 35 предупреждений в отношении органов власти. Из них 3 предупреждения не исполнены. Это в основном у нас муниципальные образования. Возбуждено 3 дела по статье по признакам нарушения статьи 15 Федерального закона о защите конкуренции. Хотел бы напомнить, что в случае признания нарушения и возбуждения административного производства должностное лицо, которое виновно за данное нарушение, привлекается по статье 14.9. И данная статью с 4-м вступлением изменений 4-го антимонопольного пакета в Федеральный закон 135 внесены изменения в КоАП. И второе нарушение по 14.9 это дисквалификация должностного лица от 6 месяцев до 3 лет от занимаемой должности. Так что серьезная статья, и у нас должностное лицо, которое принимает решение по нарушению антимонопольного законодательства, может быть дисквалифицировано за второе нарушение за год по статье 15. В основном нарушения допускаются органам местного управления и органам власти субъекта, но это органы исполнительной власти и республики Ингушетия. Также возбуждены дела по статье 11 Федерального закона о защите конкуренции, это слово на торгах. У нас таких дел 2 дела возбуждено в третьем квартале 2018 года. Тоже очень интересные дела. Это у нас в случае признания нарушения по данным делам мы материал направляем МВД для проведения проверки по Уголовному кодексу по 178 статье признаки ограничения конкуренции со стороны должностных лиц. И хотел бы рассказать суть дела. При проведении открытых аукционов на поставку мебели 4, даже, я думаю, можно назвать организации, которые проводили торги, это Верховный суд Республики Ингушетия, 4 организации участвовали в данных торгах. И они решили, что одна из организаций станет победителем. И что они делают? Подают 4 заявки и начинают играть, снижать цену. Получается, одна организация сначала нажимает, делает первое предложение, потом остальные 3 организации быстро снижает цену, и участник, который подает заявку, смотрит, видит, что цена снижается до минимума, и просто отказывается от участия. На вторых частях они знают, что у них заявки не соответствуют, их просто отклоняют, и первая эта организация, которая сделала предложение, которое соответствует по вторым частям, он становится победителем. И у нас данная организация при рассмотрении дела признала, что действительно они участвовали в сговоре. Это организации, которые находятся в Санкт-Петербурге,
у нас участвовали при проведении поставки. Пожалуйста. Даже вот хотел бы интересно назвать цену. Начальная максимальная цена аукциона была 2,5 миллиона, и последний участник, который снижал, последнее предложение, которое сделали, 540 тысяч. Получается, и они что делают? Снижают, потом участник видит, что участие в данном аукционе нецелесообразно и отказываются. И те, которые сговорились, они знают, что их отклонят. И первый, который сделал предложение, он становится победителем. Данный победитель признался, направил нам письменное пояснение, что он действительно участвовал в сговоре и просит там учесть содействие в рассмотрении дела. И в соответствии с законодательством при содействии при рассмотрении дела это может снизить штраф. И там хотел бы также отметить, что штраф это от 10 до 50% от суммы контракта, от начальной максимальной цены, но не более 4% от выручки. Там огромный штраф. Мы последний штраф, который вносили в отношении лица, это 5 миллионов 800 тысяч за такие действия. И материал дела мы передаем по поверхностности в случае признания нарушения в МВД Санкт-Петербурга, и будет приниматься решение по поводу уголовной составляющей, это по 178 ограничение конкуренции. Также интересные дела в отношении у нас органов власти, это Республика Ингушетия, и между госсубъектами это нарушение статьи 17, также это координация деятельности организаторов торгов при проведении аукционов. Смысл данного дела это когда организаторы торгов, например, наш уполномоченный орган при проведении торгов, они делают так, чтобы прошел участник, который им нужен. Тут какие у нас признаки нарушения? Пока дело находится только на первой стадии рассмотрения, заключения клиента. Тут у нас получается, что с IP-адресов, которые уполномоченного органа, организатора торгов, подавали заявки и участник подавал. Получается, они с одного IP-адреса и размещают, и подают заявки. В этом мы рассматриваем признаки нарушения статьи 17, координации деятельности между организатором торгов и участниками аукциона. И данное дело у нас пока находится на стадии рассмотрения. В случае признания нарушения также будут применяться санкции, которые я ранее озвучил, это от 10 до 50% от суммы контракта. Но там примерно самый большой контракт это 125 миллионов. Если даже 10%, 12 миллионов. Поэтому органы власти очень интересно при проведении торгов. Хотели бы напомнить, что сговор это сейчас мы направляем дела по уголовному составу, и потом у нас дела также в отношении органов власти возбуждены дела по статье 18. Это комитетчное ведение счетов, финансовая организация. У нас вот много организаций, которые при заключении контракта, например, с банками, у нас особенно у муниципального образования, там банк указывает, что от перечисления комиссия составляет 1,5%. При этом не проводятся торги и выбирается, например, Сбербанк. Это тоже неправильно. Обязательно при установлении такой комиссии органы власти должны устанавливать, вернее,
проводить торги, потому что, например, у нас там 2-3 банка, которые могут также оказывать эти услуги, может быть и ниже 1,5%, поэтому мы признали муниципальное образование нарушенным, выдали предписание о устранении нарушений. В настоящий момент данное нарушение устранено. Мы контракт просто, вернее, договор муниципального образования заключила с нулевым процентом комиссии, и сами держатели карты сейчас будут оплачивать за услуги банка. По рекламе это у нас в основном телевидение и организации, которые оказывают рекламные услуги. Поступает много заявлений от граждан, пока, если честно, граждан от населения уже не поступает, но ФАС перенаправляет заявления, которые поступают в ФАС России от граждан России, что организации, которые оказывают услуги по распространению рекламы, без направлять им смс. Если честно, я тоже много смс получаю, но, наверное, я где-то, может, не дал согласия, но без согласия именно абонента данные организации не могут направлять смс. И в случае вот таких нарушений вы можете обратиться в информационный орган. Мы должны рассматривать такие дела по федеральному закону 38, федеральный закон о рекламе. И у нас вот есть нарушение именно 3 дела в отношении организации, которые распространяют рекламу. Это без согласия абонента они получили смс-ки по продаже каких-то игрушек, оказания каких-то услуг. И у нас дела мы рассмотрели, признали нарушение. И вот, в случае таких нарушений вы тоже можете обратиться к нам. Там тоже штраф в статье 14.3 100 тысяч в отношении организации и в отношении граждан от 3 до 4 тысяч рублей. И такие дела тоже рассмотрены в третьем квартале. У нас пока тогда я слово представлю по 44-му законодательству. Это, наверное, самое интересное законодательство, которое интересует наших заказчиков. Какие нарушения допускаются? Сначала хотел озвучить количество штрафов, которое наложено. Это у нас по нарушению федерального закона общая сумма штрафа 1 миллион 500 тысяч. Основное нарушение это порядок отбора и документация, норм документации. И подробно в этом нам помогли Магомед, главный государственный инспектор, потому что ФАС расскажет. В части, касающейся правоприменительной практики Оренбургского ФАС России по рассмотрению жалоб в рамках контроля в сфере закупок товаров и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. В Оренбургского ФАС России за 3-й квартал 2018 года поступило 47 жалоб участников закупок, из которых 5 разрешены в связи с несоответствием федерального закона о контрактной системе, 3 жалобы отозваны заявителям. По счету было рассмотрено на заседаниях комиссии Оренбургского ФАС 39 жалоб. Из рассмотренных по счету жалоб 9 жалоб поданы на действия федеральных заказчиков, либо их комиссии 13 жалоб на действия заказчиков Республики Ингушетия и их комиссий, 17 жалоб на действия муниципальных заказчиков и их комиссий. Всего за отчетный период 2018 года признано обоснованным 12 жалоб участников закупки, частично обоснованным признано 9 жалоб и 18 жалоб признано необоснованными. За 2018 год по результатам снижения жалоб из Оренбургского ФАС России было выдано 25 предписаний. Типовыми нарушениями явились нарушения в части размещения информации в единой информационной системе,
нарушение порядка вывоза определения поставщика, нарушение порядка отбора участников закупок, нарушение в части установления требований документации о закупке, влекущие ограничения участников закупок и нарушение порядка заключения контракта или неправомерное изменение его условий, а также заключение контракта с нарушением объявленных условий закупок. Также одним из направлений по контролю соблюдения федерального закона о контрактной системе является проведение плановых и неплановых проверок. За третий квартал 2018 года нами проведена одна плановая проверка, выявлено 4 нарушения в 4 закупках. За третий квартал также 2018 года в имущественный класс поступило одно обращение от республиканского заказчика о внесении сведений об участии закупок в реестр недобросовестных поставщиков в связи с односторонним расторжением контракта заказчика. Данное обращение находится на стадии рассмотрения, решение по нему еще не принято. Одной из трудностей при рассмотрении таких обращений о включении в реестр недобросовестных поставщиков является то, что сам заявитель, в частности, больше всего лицо, которое уклонилось от исполнения не является на рассмотрении и не доказывает свою невиновность. Имущественный класс России принимаются все возможные меры для надлежащего выявления лиц, в отношении которых поданы сведения о включении в реестр недобросовестных поставщиков. Хотел бы по поводу 44-го. У нас есть такие организации, которые подают жалобы на последний день. Конечно, это большие проблемы для заказчика, потому что в последний день заказчик не может внести изменения в документацию, и в случае признания нарушения антимонопольный орган выдает предписание о внесении изменений. И заказчику надо продлевать на 15 дней или вносить изменения в документацию и на 15 дней продлевать закупку. И если это срочная закупка, для заказчика это большие проблемы. Поэтому хотел бы обратить внимание, что при составлении документации заказчик ответственно относился именно к нормам аукционной документации и составления технической части задания. Вот в основном какие нарушения допускаются? Техническая часть в основном всегда нарушается ГОСТ. Вот при составлении технической части необходимо, особенно если поставку товара, обращать внимание на ГОСТ. Что делает заказчик? Указывает в теоретической части, указывает, что все товары, которые поставляются, должны соответствовать, указывает, что должны соответствовать ГОСТу. При этом, когда открываешь ГОСТ, когда открываешь это задание, данные, которые расписаны как характеристики товара, которые необходимо поставить, они или больше ГОСТ, или меньше ГОСТ, но не соответствуют ГОСТу. И, конечно, комиссия принимает решение о внесении изменения и нарушения статьи 33 необъективного состояния закупки. Какие еще нарушения допускаются? Они устанавливаются требования, особенно при строительстве каких-то объектов строительства, как ремонт, реконструкции. В настоящий момент у нас внесены изменения в градостроительный кодекс. Раньше капитальное строительство, там был перечень, что это значит. Теперь у нас получается, кроме киосок, там каких-то временных сооружений, все считается как капремонтом, но капитальным строительством или реконструкция, это сейчас внесли изменения, и у нас в основном все подпадает под капитальное строительство. И необходимо обращать внимание на правила, которые устанавливаются федеральным законом, что 99 статья, опыт работы больше 10 миллионов, если закупка, то необходимо устанавливать обязательно опыт работы. В основном вот эти нарушения допускаются заказчиками. Также необходимо устанавливать требования 570 постановления, это что подрядчик, который станет победителем, должен произвести собственными силами не менее 25% работ, которые указаны в тех заданиях.
это от объема работы 25% должен сам. Это для чего сделано, чтобы организации, у которых нет собственных средств, техники там, или других там, персонала, который там, может произвести эти работы, то они участвуют. В основном, как получается, раньше как было, ты можешь выиграть долго подряд и отдать всю подряд. И теперь законодатель ввел такую норму, что 25, не менее 25% работ сам должен, МПК сам должен выполнять. Эти, в основном, 570 статья не указывается в документации. 570 постановлений правительства не устанавливается. Там хотел бы уточнить, что по практике ФАС России, по нашей практике, установление 570 статей, как указать просто 570 недостаточно. Там обязательно приложение должно быть проект контракта, где указывается объем работ, которые вытащить со смет объема работ с суммой указать. Вот эти работы должен выполнить сам подрядчик, но он должен оттуда выбрать. Вот это самое первое, 25%, все остальное мы подряд на субподряд. Какие там еще нарушения в основном? Порядок отбора тоже очень интересное нарушение, что заказчик иногда, это нам, комиссии, кажется, что пытается всякими выдуманными, невыдуманными какими-то основаниями отклонить участников. Но за это, получается, при подаче жалобы заказчик получает по 30 тысяч, каждый член комиссии получает штраф, и мы возвращаем на стадию рассмотрения обратно. Я думаю, никакого смысла, если у комиссии есть сомнения, то, я думаю, лучше допустить участника, чем его отклонять, потому что по-любому участник жалуется, и его. И очень интересные моменты касательно инструкции. В последний момент заказчики выдумывают такие инструкции, что более-менее торжественно, хуже, не хуже. Там столько, даже мы, комиссия с этим опытом, рассматриваем жалобу, не можем понять, что хотел заказчик. Заказчик так расписывает эту инструкцию, что невозможно не ошибиться при составлении заявки. Поэтому мы тоже последнее ввели практику, что это излишние требования, которые устанавливает заказчик, это вводит в заблуждение при составлении заявки, и мы даем предписание внесения изменений. Также хотели бы отметить это, чтобы заказчики, в основном здесь находятся заказчики, чтобы вы довели до своих контрактных управляющих, что не надо усложнять инструкцию и аукционную документацию. В случае, например, поставки товара, просто укажите ГОСТ и параметры ГОСТа, которые соответствуют, и это достаточно. Нарушения, которые допускаются также у нас, это в основном это 4.2.7.30, в соответствии с КОАПом у нас сумма наложенного штрафа почти 240 тысяч. Это нарушение документации КОАП. И в случае выявления нарушения необъективного описания объекта закупки, это 50 тысяч на должностное лицо, которое составляет техническую часть документации. И я думаю, для простого работника это большой штраф. И если у него зарплата 14 тысяч, ему необходимо отработать 4 месяца, чтобы заплатить этот штраф. Поэтому будьте внимательны при составлении технической части документации. У нас по 223-му, это у нас организация, которая работает по 223-му закону, это закупки отдельных юридических лиц, это у нас телевидение работает, группы, МУПы, но в основном сейчас группы МУПы перешли на 44-й, и по 223-му пока у нас жалоб нету, и таких нарушений
отношении единственной жалобы, которая рассмотрена в отношении Роснефти, мы признали жалобу необоснованной, и другой практики у нас пока нет. У нас вот участники, которые подают заявки по 44-му, по 223-му как-то не участвуют, не знаю, может это сложно или там другое законодательство, поэтому не хотят, но все почему-то лезут в 44-й закон и подают заявки, жалобы по этим, по 223-му очень мало жалоб у нас, на жалобы на по решению по 44-му у нас жалобы сюда. Хлебозаводе у нас. В чем там смысл? Установление объекта закупки, наименование объекта, описание объекта закупки. Вот у нас была практика, но сейчас с 1 июля, кто напомнит, что внесены 44-е кардинальные изменения. Раньше обязательно необходимо было указать в заявке страну происхождения. Теперь в случае страны происхождения необходимо указать только в случае установления ограничений по численной статье. Это национальный режим, который ограничивает участие иностранных государств. Теперь, вот раньше как у нас, в судах у нас такие дела, что участники при составлении заявки путали страну происхождения с производителем. И мы признавали, что действительно производитель это не является страной происхождения. У нас вот, обжаловал участник, не согласился с нашим решением, и кассационная инстанция нас поддержала, указала на то, что действительно страна происхождения и производитель это разные понятия. И поэтому, но теперь это вопрос не актуален, потому что также хотел бы обратить внимание заказчика, что при рассмотрении заявок, если не будет указано страна происхождения, то установить нельзя, если у вас не установлен нацрежим. Национальный режим устанавливается при поставке медицинского оборудования, лекарственных препаратов, изделий. И я думаю, у нас заказчики в курсе данных изменений. Если у вас вопросы есть, мы можем ответить. Также, пользуясь случаем, хотел бы рассказать вам про антимонопольный комплайенс. Очень интересно внедрение данного комплайенса. До 2019 года у нас это проект. С 1 января 2019 года все органы власти должны разработать положение, и с 1 марта 2019 этот комплайенс должен быть уже введен. В чем смысл антимонопольного комплайенса? Это как контрактный управляющий, который назначается в органах власти. Органы местного управления, органы власти должны определить лицо, ответственное за антимонопольный комплайенс. Это когда, например, должностное лицо будет принимать какие-то акты или производить какие-то действия, он обязательно должен согласовывать с этим лицом, которое определили как лицо, которое отвечает за антимонопольное законодательство. И получается, данное лицо дает заключение, что это законно или незаконно соответственно антимонопольному законодательству. В случае, если должностное лицо указывает, что дает заключение, что это незаконно, что это нарушит конкуренцию и антимонопольное законодательство, должностное лицо, вышестоящее, просто отказывается от данного действия или просто меняет свой акт, и чтобы не было нарушения данного законодательства. Это у нас по методическим рекомендациям каждый орган власти должен разработать свое положение и определить для себя должностное лицо, которое будет отвечать за нарушение антимонопольного законодательства.
С 1 марта 2019 года это уже данное должностное лицо должно осуществлять функции, и вы обязательно должны разработать положение, и в положении у вас должны быть указаны, как даются заключения, как рассматриваются там акты, которые могут там нарушить конкуренцию. Для чего это делается? В соответствии с национальным планом по развитию конкуренции у нас до 2020 года нарушение антимонопольного законодательства должно сократиться 2 раза. Но в настоящий момент, если мы сравнили нас с предыдущим годом, у нас наоборот увеличение. Так что у нас пока нарушение не сокращается, я думаю, для наших органов власти будет актуально внедрение антимонопольного комплайенса в целях сокращения нарушений антимонопольного законодательства. Основные нарушения – это по земле при проведении торгов. Очень много, тоже, я думаю, невнимательность должностных лиц, когда должностные лица при размещении извещения о продаже или аренде земельного участка просто извещение не указывает необходимую информацию. Поступают жалобы, и мы также вносим изменения или признаем нарушения в действиях должностного лица. Тоже огромные штрафы, от 20 до 40 тысяч для должностных лиц за нарушение, например, состава документации, размещения. Вот по 15 статье очень много предупреждений, когда, если возьмем Молгобек просто размещал извещение, не знаю, с 2013 года необходимо на торги БОРУ зарегистрироваться и размещать продажи или аренду при передаче аренды земельного участка, но Молгобек размещал печатное издание, у себя там, не знаю, как называется. И мы признали нарушение, и подписание устранения нарушений, и все эти договора, которые заключены, тогда орган власти должен расторгнуть и провести торги. Тоже, я думаю, для органов местного управления очень большие проблемы, если данный земельный участок уже передан, то расторгать договора и заново проводить. Поэтому, чтобы не допускать такие нарушения, необходимо более ответственно относиться и внимательно относиться при проведении таких торгов. Какие у нас еще? По 14 статье недобросовестная конкуренция тоже у нас мы рассмотрели дело. Нам публичное акционерное общество КАМАЗ пожаловался на нашу организацию. Здесь на здании на Картоева они увидели вывеску с эмблемой КАМАЗа, и они нам направили жалобу, что считают, что это недобросовестная конкуренция, и для их организации это наносит ущерб. Мы действительно рассмотрели, данный участник признался, что да, действительно использовал символику именно вот этот товарный знак КАМАЗа, но при этом указал на то, что у него там 2 года назад у него был договор заключен с КАМАЗом в использовании данного товарного знака, но при этом в настоящий момент, когда мы возбудили дело, нам участник, ответчик не смог представить договор, так как он был уже просрочен, и мы признали нарушение, и штраф в отношении организации составляет 100 000 рублей. И вот хотел бы обратить внимание, что использование также товарного знака или там похожего даже товарного знака тоже является нарушением, как недобросовестная конкуренция. И у нас есть такие признаки, тоже можете нам написать, мы рассматриваем такие дела тоже. По преференциям. В прошлом году преференций было больше, но в этом году почему-то органы власти у нас очень неактивны, по выдаче преференции хоссубъектам, не знаю, ни органы власти субъекта, также не органы муниципального самоуправления не направляют нам заявления о выдаче
преференции по субъектам. Вот, хотел бы напомнить, что значит преференция — это когда орган власти выдает какое-то помещение или там какие-то или сети, там, которые находятся на балансе органов местного управления, да. Если они там передают, заключают конституционное соглашение, то вот у нас раньше бизнес-инкубатор передавал помещение, которое у него находится в помещении, именно в здании, они по 10 квадратов отдавали бесплатно юридическим лицам, как под офисы. Но в этом году почему-то ни Минэкономики, ни другие органы власти или не хотят помогать бизнесу, или просто нет у них таких, не знаю, помещений, или не могут никак помочь бизнесу. Не знаю, таких заявлений у нас в настоящий момент не поступало. Хотел бы также напомнить, вот, очень интересное мнение поступили в закон по поводу обжалования в строительстве. В настоящий момент, например, организации, которые, ну, это также относится к органам власти, например, у нас органы местного управления и жилстройнадзор, которые выдают разрешение на ввод здания в эксплуатацию. В случае, если, например, застройщик построил какой-то дом и закончил свои работы, и по акту передачи сдал все работы и направил орган местного управления или там другой орган, который должен выдать акт вводу эксплуатации данного дома, и по каким-то выдуманным или там по каким-то причинам, которые не соответствуют закону, орган местного управления и другой орган не выдает разрешение, то орган, именно хоссубъект, который построил застройщик, может обжаловать данные действия в антимонопольный орган. У нас у ФАСа есть такая практика, конечно, мы до этого не дошли, даже, я не знаю, мы проводили 2 раза именно совещания по этому поводу. Не знаю, может, застройщики не поняли или там пока у них все хорошо, но заявлений пока нет. Но у ФАСа есть такая практика, и даже, по-моему, в Подмосковье, когда орган местного управления не хотел выдавать вот именно разрешение на эксплуатации данного дома, ФАС выдал предписание, и предписание исполнено, данное разрешение уже выдано. Так что такие полномочия тоже у нас имеются, но пока практики нет, поэтому. И последнее, вот, хотел бы отметить, что по технологическому присоединению это относится, мы тоже приглашали, не знаю, здесь есть представители МСК и Газпромгазораспределения. В случае выдачи технических условий по заявлению именно организации к присоединению к сетям, в случае просрочки это сразу образует состав правонарушения по статье 9.21. Штраф там огромный, от 200 до 600 тысяч. И штрафы там огромные, от 200 до 600 тысяч. Что это значит? Например, у сетевых организаций есть срок, по которому они должны выдать разрешение. Это 14 дней, они должны рассмотреть заявку. В случае просрочки или просто игнорирования, данное юридическое лицо может обратиться в ФАС России, и мы рассмотрим его заявление, и в случае нарушения оштрафуем от 200 до 600 тысяч. Но первое нарушение, я думаю, 200, и такая практика у нас в России есть. Мало кто знает вообще. Об этом очень мало кто знает. Я первый раз слышу. Не, просто Средства с них хотя бы передавать. мы это всегда вот, в средствах озвучиваем. И это, и вот это нововведение именно по строительным. Что делаете вдруг организации, например, по поводу того, что вы говорите сейчас? В любое время можно обжаловать. Просто смотрите, мы когда проверяли МРСК, мы что выявили? Вроде все по закону, но не знаю, пока жалоб нету. Вот сегодня они подают заявку, сегодня им дают разрешение.
Не знаю, как они это делают, но может быть, когда поступает заявка, может они не регистрируют. Но мы, когда проверяли, совместно с прокуратурой, сами вот, плановую проверку назначали. Но когда мы проверили именно присоединение, там как было. Например, 15 приходит, 15 выйдет. Ну, потому что готова к присоединению, я, например, жительно устроена. Я сама все делаю, присоединяю, и вы просто оформляете. Вот, все. Вот это неправильно. Вот это неправильно, но что делать? Вы же сидеть годами без этого. Ну, почему? Есть прокуратура, есть мы, которые могут. Это пока я все обойду, у меня зима придет, весна придет. Нет, вот смотрите, вы сейчас говорите, вот я этого не знала, через СМИ донести. Если мы даже... Я, например, не знала, я 22 года работаю в службе, в управлении работаю, налоговой сама. Ну, об этом я не знала. И по базовой части я год ходила, мне могли занести счетчик мой. Ну, вы к нам все равно не обратились, потому что вы говорите, пока антимонопольная служба рассмотрит, пока... Вот смотрю, вот эти вот все этапы прохождения вот этих заявок, этих обращений, я знаю, поэтому они по месту описываются на рассмотрение, и время уходит. А у меня зима на носу, например. Мы зимой приехали. Случаев таких много очень. Но если вы будете работать вот так вот, взаимодействие, наверное, народу поможете. Не юридическим лицам, а физическим поможете. Ну, мы юридическим, физическим стараемся, потому что мы в основном должны поддерживать бизнес и создать дискриминационные условия со стороны организаций, которые являются субъектами естественной монополии, у которых там сети находятся как монополисты, и также организации, которые доминируют на рынке, это «Газпром», у нас многие «Энерго», которые там представляют необоснованный штраф. В прошлом году на «Газпром» мы наложили штраф 180 миллионов. Но, конечно, они в судах находятся, но все равно, я думаю, для них это как бы какой-то знак, какой-то там... Большая сумма. Сборы налоговых нет. Платежей, наверное, только собираются, по штрафу его укладывают, да? Ну, я говорю, поэтому, может, они даже в судах, понятно, что какие-то там мы отстоим, какие-то там будут отменены, но даже в этом случае мы даем «Газпрому» знать, что мы не дадим им как бы нарушать законодательство и беспределить на рынке поставки газа на территории Республики Ингушетия. И даже интересный момент, вот их юристы нам рассказывали, что когда они приехали, когда приехали специалисты с Пятигорска, раньше был «Газпром» Межрегионгаз Пятигорск, они решили пилотным проектом сделать Ингушетию. И решили сделать как? Выйти, проверить юридические лица и всем выставить по объему, по мощности газопотребляющего оборудования. Они вот кирпичному заводу выставили 15 миллионов штрафов. Да. Мы доказали это в суде, вроде там, суд признал нарушение, но при этом указал, что это не компетенция ФАСа. Но при этом нарушение признал. Поэтому после этого они во всех регионах СКФО отказались проводить такие мероприятия. Значит, вы работаете все-таки, мы просто не замечаем, да? Жители республики, я в качестве жителей говорю. Нет, смотрите, в связи с вступлением изменения с 1 января 2014 года мы раньше защищали физические лица. Но сделали так, законодатель сделал так, что мы перешли только на юрлица. У нас в 2014 году... правомерность вот этих отключений этих сетей есть вообще у этих служб? Правомерность? В смысле? Ну вот, например, за неуплату, или, ну это не ваша компетенция, по-моему, да? Это сейчас занимается жилищная инспекция, да, и Роспотребнадзор. Вот, правомерность вот этих отключений приходит, надо, не отключают. Посмотрите, вот до вступления изменения я помню, рассматривали дело Тимурзиева с Карбулака. Мы дошли до Верховного суда, и суд признал, Верховный суд даже признал наше решение закона. Значит, неправомерно. Да, не то, что правомерное отключение. Там суть дела в том, что они выставили, у нее, мы доказали, что у нее там переплата 3000, но задолженность была 184. Да, и они там ссылаются на какое-то там, что они еще чуть перекрутили. Но Верховный суд указал на то, что антимонопольная служба действительно законное решение, что мы признали, что у нее нет задолженности, наоборот, переплата 3000 рублей. Это даже практика есть со
ассистент, консультант и мой арбитр. Просто с 2014 года физлицами не занимались, поэтому, наверное, вы не замечаете, что Вот, да, видимо, поэтому, скорее всего. Я именно в 2014 году ходила вот с Бежигерунгазом. До ЛФО сколько я ходила, с моими там еще связями. с 2015 года, когда, не знаю, здесь Магасе с ним сталкивался, в 2015 году отключили дома в Магасе просто из того, что Транссервис там не предоставил какую-то документацию. Мы возбудили дело, признали нарушение «Газпром» газораспределения и наложили штраф 3 миллиона 700 тысяч. И 2 года судились с «Газпромом», выиграли, кассационная инстанция признала наше нарушение и нам штраф оплатили. В настоящий момент также у нас наложен штраф в отношении «Газпрома» 5 миллионов 180 тысяч, и они должны, решение в суде проиграли, и они сейчас должны тоже оставить оплату. Так что, если у вас какие-то там, не знаю, именно по доминирующим организациям, если есть жалобы, именно у юридических лиц, вы можете нам направить. Если у вас есть еще вопросы, можно ответить на ваши вопросы. И по госзаказу, по рекламе, по антимонопольному законодательству, по передаче земельного участка, если есть вопросы. Также по обжалованию жилья. Тоже, если у вас там будут такие жалобы, направьте к нам юридические лица, если со стороны там, органов местного самоуправления или органов власти будут какие-то там нарушения, что они не выдают там, акт ввода или не выдают документы на строительство, можете к нам направить, мы обязательно защитим права по субъекту, если они действительно есть нарушения со стороны данного органа. Так что на этом у нас все. Я слушаю.